Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы проводим очередной 5-й урок информационной войны. Я профессор, доктор политических наук Игорь Панарин. И сегодня тема нашего сегодняшнего урока – это информационная война и сирийский кризис. Уже более 2 лет развивается гражданская война и иностранное военное вторжение на территорию Сирии, но одновременно идут и активные информационные действия. Но чтобы сравнить сирийский кризис, нам необходимо посмотреть на события 2011 года и события, которые проходили рядом в такой стране, как Ливия. Собственно, ситуация в Ливии развивалась длительное время в таком стабильном режиме. Оппозиция проводила митинги, вооруженные выступления, но никак не могла добиться определенного для себя результата. И вот в этот критический для оппозиции момент западные страны, блока НАТО, предложили принять резолюцию Организации Объединенных Наций, которая бы устанавливала так называемую бесполетную зону на территории Сирии. Я напомню, что в предыдущих уроках мы говорили о том, что существуют различные объекты воздействия и защиты в ходе информационного противоборства. Я назову их еще раз. Это система принятия политических решений, система формирования общественного мнения, система формирования общественного сознания, психика лиц, принимающих решения. И вот в этот момент времени Россия как раз не применила вето на принятие такой резолюции в рамках Организации Объединенных Наций. Как оказалось, это было ошибочное решение. Я напомню, что президентом России в тот период времени был Дмитрий Медведев, а премьер-министром Владимир Путин. Если говорить о психике лиц, принимающих решения, то они были различными. Например, Владимир Путин говорил, что это крестовый поход Запада против народа Ливии, а у Дмитрия Анатольевича Медведева была несколько иная позиция. Возможно, это повлияло на принятие как раз России того самого решения. И вот этот объект, система принятия политических решений высшими должностными лицами, он всегда является ключевым с точки зрения информационной войны. И на Ливии это сказалось очень серьезно, потому что под предлогом так называемой бесполетной зоны вооруженные силы НАТО, а в частности авиация Великобритании и Франции, начали бомбить, уничтожать ливийские города и ливийские вооруженные силы. И, собственно, это было поворотным моментом в ходе того противостояния, которое было. И так получается, что если бы Россия заблокировала эту резолюцию в рамках Совета Безопасности ООН, то, собственно говоря, войска НАТО не смогли бы применить, пользуясь этим предлогом, вооруженные силы против ливийских вооруженных сил, и тем самым, скорее всего, сама ситуация в Ливии стабилизировалась, и Муаммар Каддафи до сих пор был бы руководителем ливийской джамахирии. В чем принципиальное отличие ситуации в Сирии по сравнению с ливийским инцидентом? Россия сделала для себя принципиальные выводы, потому что очевидно было, что принятие аналогичной резолюции в отношении Сирии будет как раз поводом для начала военной операции стран НАТО уже против Сирии. И несколько раз в рамках Совета Безопасности ООН западные партнеры пытались давить на Россию, требуя от нее согласия с принятием резолюции, которую предлагали страны НАТО. Но этого не произошло. Более того, в поддержку России выступила такая большая и сильная уже экономически в военном смысле страна, как Китай. И Россия и Китай несколько раз блокировали принятие резолюции в отношении Сирии. Поэтому, если мы еще раз рассмотрим такой объект воздействия и защиты, как система принятия политических решений, то в определенных кризисных ситуациях информационной войны очень много зависит от психологической устойчивости лидеров стран, которые принимают ответственные решения, за которые они несут большую ответственность. Теперь вернемся уже к технологиям информационной войны, которые активно использовались на территории и используются в Сирии. Но в частности, после того, как Россия и Китай заблокировали принятие резолюции Организации Объединенных Наций Совбезом по внедрению так называемой бесполетной зоны, а по сути началом бомбардировок авианации НАТО
городов из Дамаска прежде всего и других сирийских городов, то западные страны, которые стоят за спинами так называемой оппозиции и финансируют поступление иностранных наемников на территорию Сирии, они попытались создать новый провокационный компонент для того, чтобы вновь применить свои вооруженные силы, так как было понятно, что без внешнего иностранного вмешательства не удастся сменить политический режим в Дамаске, и президент Асад, который пользуется и пользовался тогда поддержкой абсолютного большинства населения Сирии, примерно более 75% населения его сегодня поддерживают, конечно, его можно было свергнуть только военным путем. Тогда была проведена очевидная провокация с применением так называемого химического оружия. И вот здесь я хотел обратить внимание на те технологии информационной войны, которые активно использовались в сирийском кризисе западными, прежде всего, средствами массовой информации. Еще раз напомню, один из объектов — это является система формирования общественного мнения, то есть людям во всем мире пытаются навязать свою точку зрения, часто ложную и совершенно отличающуюся от реальных событий. И когда мы говорим о системе информационного противоборства, то необходимо помнить, что есть ключевое звено — это анализ, а также две другие составные части — воздействие и противодействие. Вот хотел на конкретном примере показать, как действовал российский МИД, в частности, разоблачая информационные провокации, которые развязали, собственно, те наемники иностранные, которые воюют на территории Сирии в силы оппозиции, и те страны НАТО, которые их поддерживают. 21 августа 2013 года было применено химическое оружие. И вот МИД российский 4 сентября выступил с официальным заявлением, в котором, собственно, разоблачил всю ложь западных средств массовой информации. Ну, например, он обратил внимание, что необходимо тщательно изучить показания настоятельницы монастыря Святого Якова в сирийском городе Кара, матушки Агнес, которая говорила четко о том, что первые сообщения появились информационные в 6:05 21 августа на телеканалах западных СМИ, в то время как сама химическая атака завершилась лишь около 5 утра, то есть через час 5 минут на всех западных телеканалах появились большие телесюжеты, которые показывали, как погибли большое количество мирных людей от химического оружия. И ясно, что эти сюжеты были, как отмечает российский МИД, засняты гораздо раньше, потому что нужно было собрать вместе 300 молодых людей и 200 детей в одно место и показать их как якобы жертв применения сирийскими войсками химического оружия. И матушка Агнес совершенно справедливо задавалась вопросом, а где же были родители этих детей? И российский МИД еще сделал несколько заявлений, которые показали всю, скажем так, лживость вот этой дезинформационной кампании, которая была развернута в западных СМИ, потому что для того, чтобы снять квалифицированные сюжеты о такой трагедии, требовалось не менее суток, и наличие большого количества корреспондентов. Но не ясно, что не 1 час и 0,5 минут. И в этой связи вспоминается еще одна страна, это Ирак, который был оккупирован войсками НАТО в 2003 году. И поводом для оккупации Ирака послужила как раз аналогичная провокация с якобы наличием оружия массового поражения, прежде всего химического оружия, у Багдада. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки с трибуны Организации Объединенных Наций врал, у него в руках были якобы снимки космической разведки США, с складами и другими, хранениями мест химического оружия на территории Ирака. После 10 лет оккупации Ирака уже ясно, что никаких следов химического оружия не было. Но сама
вот эта дезинформационная акция, причем на уровне ответственного чиновника правительства Соединенных Штатов Америки, государственного секретаря США, она стала как раз поводом. И вот это показывает, что механизм информационной провокации очень часто используется как повод для действий, причем не совершенно впадающих в рамки международного права. Поэтому кампания с химическим оружием, она несколько раз использовалась уже в мировой практике, и следует отметить, что это определенная технология информационной войны, которая используется странами НАТО для того, чтобы упредить и обвинить противоположную сторону в применении запрещенных методов войны. Ну а я могу еще и привести такой пример, как 15 сентября 2013 года на телеканале РТР, то есть государственном телеканале России, в программе «Вести недели» из уст западного журналиста, причем бельгийского, прозвучали слова о том, что именно это химическое оружие 21 августа применили британцы с оксфордским акцентом, то есть, по сути, сотрудники британской разведки МИ-6. И это не первый случай, когда сотрудники британских спецслужб подозреваются открыто в совершении массовых, масштабных провокаций, преступлений на территории многих стран Ближнего Востока, и в Ираке, и в Египте, и в Ливии, и вот в Сирии. И, конечно, следует отметить, что российское внешнеполитическое ведомство, информационные структуры России действовали достаточно продуктивно, доводя точку зрения реальности до мирового общественного мнения. И во многом благодаря этому не удалось, собственно говоря, западным странам, ну и также их сателлитам, а это две страны, которые финансировали иностранных наемников, которые воюют на территории Сирии, это Катар и Саудовская Аравия. Я напомню, что, может быть, не все наши уважаемые телезрители знают, что на территории Сирии воюют наемники из 83 стран мира. Это гигантское количество, примерно около 50 тысяч человек. За 2 года их военной агрессии на территории Сирии уничтожено 3000 из 5000 школ, более 70% всех медицинских учреждений. Поэтому, собственно говоря, эти иностранные наемники ведут войну на уничтожение гуманитарного потенциала сирийского государства. Но, тем не менее, народ Сирии держится, он поддерживает своего президента, и, собственно говоря, в последнее время он добивается больших успехов в борьбе с иностранными наемниками и собственной оппозицией. Но ясно, что без поддержки внешнеполитической и информационной России и Китая, конечно, Сирия не смогла бы удержаться. Еще важный очень момент, касающийся сирийского кризиса, это активное использование социальных сетей как средство информационной поддержки вот тех провокаций, действий оппозиции наемников против народа Сирии. Ну, например, 80% всей негативной информации о правительственных войсках и лично о президенте Асаде давалось мировым СМИ двум людям, которые никогда не были на территории Сирии, а живут в Лондоне. Это муж и жена, которые в социальных сетях представлялись совершенно другими именами и распространяли ложные дезинформационные сведения. Но хотел бы обратить внимание, что 80% всей негативной информации в западных СМИ предоставляли всего лишь 2 человека. Это говорит о том, что сегодня каждый человек может стать, собственно говоря, активным участником информационной войны, используя иногда и ложные дезинформационные сообщения, которые потом являются основой для того, чтобы применять внешние вооруженные силы для агрессии против народа, например, Сирии. Вот эти 2 человека, живущие в Лондоне, они, например, запустили совершенно ложную информацию о том, что правительственные войска убили в одном из районов Сирии сотни людей, хотя этого факта совершенно не было. И тот же западные СМИ
активно стали на основании этой информации обвинять правительство Сирии в массовых преступлениях и использовании армии против своего народа и требовать быстрого ввода войск НАТО на территорию Сирии. Поэтому мы видим сегодня на примере Сирии, как активное использование социальных сетей является принципиально новым моментом в доведении информации до как можно большого количества людей. Следует отметить, что в России также стали активно оказывать не только внешнеполитическую, но и информационную поддержку сирийскому народу. Это, прежде всего, телеканал «Россия», который направлял специальных корреспондентов и которые вели оттуда правдивые и достоверные репортажи, часто подвергая свою жизнь опасности. Это телеканал, конечно, наш Russia Today, головной канал, который влияет на западную аудиторию и который также старался показать реальности этой очень сложной войны, которая идет против народа Сирии, и часто разоблачая информационные провокации наших западных оппонентов. То есть можно сказать, что российские СМИ в сирийском конфликте действовали достаточно эффективно и могли и успешно доводят свою точку справедливую, достоверную зрения до западного, прежде всего, зрителя. Ну а касаясь уже российской аудитории, то абсолютное большинство населения России поддерживает действия российского руководства, правительства по поддержке народа Сирии в борьбе с внешней агрессией и интервенцией. Ну и следует подчеркнуть, завершая наш пятый урок, касающийся Сирии, что очень много зависит от личности самого лидера. Еще раз подчеркну, что один из объектов воздействия – это психика лиц, принимающих решения. В данном случае президент Сирии Асад оказался воином, бойцом, стойким, мужественным политиком, который, несмотря на всю сложную внешнеполитическую, внутриполитическую ситуацию, оставался всегда с народом, реагировал на его нужды и чаяния и проявлял твердость в принятии политических решений. С точки зрения информационной войны, это, конечно, очень большой ресурс. Мы видим на примере других стран, когда слабые лидеры, такие как, например, президент бывшей уже Украины Янукович, они, наоборот, ввергают страну в хаос и гражданскую войну благодаря как раз отсутствию тех личностных качеств, и они как раз являлись объектами воздействия внешних сил, и эти воздействия оказывались эффективными. Подводя итоги пятого урока, можно, наверное, сделать главный вывод, который заключается в том, что в Сирии удалось блокировать те провокации, которые дважды оказывались эффективными, прежде всего против Ирака и против Ливии. Россия, второе, вместе с Китаем смогла выстроить мощную систему дипломатической информационной защиты народа Сирии, используя, прежде всего, политико-дипломатические, информационные и военно-технические механизмы. Ну и третий вывод, что социальные сети впервые так мощно и активно использовались в ходе двухлетнего вооруженного противостояния на территории Сирии, и прежде всего активно использовала их такая страна, как Великобритания, которая являлась, по сути, главным центром распространения негативной информации через социальные сети, используя ряд людей, которые работают на английское правительство, но не показывают это. Все это означает, что способы и методы информационной войны, которые развивались и будут развиваться, потому что сирийский кризис еще не завершился, они должны внимательно анализироваться, изучаться для того, чтобы мы могли не допустить применения таких же технологий в отношении нашего Отечества, России.